В этой серии расскажу вам о возможностях калькулятора по расчету параметров, связанных с нагревом воды при подключении ТЭНа к солнечным панелям, и выбора сечения проводников и как с калькулятором работать. Если кто-то не видел первую серию, то ссылка на нее будет в описании. Для начала напомню о необходимости безопасной работы с постоянным током. Прямое подключение бойлера, инструментов и прочих потребителей без использования выключателя опасно тем, что в случае возгорания потребителя вам придется отключать его под нагрузкой, что чревато не только дополнительным искрением, но и риском получить электротравму в случае, когда напряжение установки превышает 48 вольт постоянного тока. Подключение панелей к бойлеру через автоматический выключатель позволит отключить нагрузку вручную в случае необходимости. Но надо помнить, что автоматического срабатывания автомата при коротком замыкании не произойдет. Почему? Об этом я подробнее говорил в предыдущем ролике. Ссылка на него будет в описании. При таком подключении очень опасно запитывать слаботочную нагрузку или нагрузку, выключатели которой не предназначены для переключения цепей постоянного тока. Естественно, кабель при таком подключении должен иметь соответствующее сечение, чтобы долговременно выдерживать ток короткого замыкания без сильного нагрева. Сечение кабелей будет в калькуляторе, ссылка на калькулятор в описании. В данном случае нагрузкой является только бойлер. Слаботочная нагрузка в виде блока питания и термостата запитаны от домашней сети. При выборе кабеля с жилами необходимого сечения система будет относительно безопасной. При токе короткого замыкания будет немного греться кабель, но автомат все равно не отключится. Выключать придется вручную. Для того, чтобы облегчить расчеты по подогреву воды и вообще понять, стоит этим заниматься или в вашем случае это пустая трата времени, я сделал калькулятор, который подсчитает, какую мощность вы сможете снять с вашего ТЭНа при напряжении, получаемом с вашего поля панелей. Сколько времени будет нагреваться ваш бойлер в зависимости от начальной и конечной температур и объема бойлера, а также какое минимальное сечение проводника можно применить в вашей установке. В калькуляторе предоставлены данные для наиболее распространенных ТЭНов на напряжение 24, 36, 48 и 230 вольт. Очень рекомендую, если есть возможность, использовать ТЭНы до 48 вольт, так как низковольтная система безопасна в плане поражения электрическим током. Если нет возможности, а тем более нет опыта работы с напряжением выше 48 вольт, сильно подумайте, надо ли вам это. Оптимальный вариант – это все-таки изыскать возможность приобретения солнечного инвертора для получения переменного тока, с которым работать безопаснее. Итак, как устроен калькулятор и что можно на нем рассчитать? Первые 4 столбца розового цвета относятся к характеристикам наиболее популярных ТЭНов и не подлежат редактированию. Мощность отображается в ваттах, напряжение в вольтах, ток в амперах, сопротивление в омах. Реальное сопротивление может немного варьироваться в зависимости от производителя и температуры, при которой происходят измерения. Далее следуют 2 столбца, в которых выводится расчетная мощность при максимальном напряжении и достаточном токе, полученных от поля ваших панелей. Как можно увидеть, для ТЭНа мощностью 600 Вт, рассчитанного на напряжение 230 вольт, при напряжении от панелей 48 вольт реальная мощность ТЭНа будет всего 26 Вт, а у ТЭНа мощностью 3 кВт всего 31 Вт. Что говорит нам о том, что напряжение, выдаваемое панелями, должно быть максимально близко к номинальному для ТЭНа. Следует также учесть, что если максимальный ток панели у вас будет примерно равным током ТЭНа, то эту мощность вы реально сможете получать только несколько часов в яркий солнечный день. А в утренние и вечерние часы, а также пасмурные дни,
ток будет гораздо ниже и мощность уменьшится пропорционально уменьшению тока. Эти столбцы также не подлежат редактированию. Данные заносятся автоматически при заполнении таблицы для панелей, расположенной с правого края. Следующие 3 столбца салатового цвета относятся, собственно, к тому, что мы собираемся нагревать. Эти столбцы для заполнения. Сюда надо внести начальную температуру воды, конечную и объем вашего бойлера, отопительной системы, а может и небольшого бассейна. Температуру пишем в градусах Цельсия, объем воды в литрах. 3 следующих красных столбца информируют о том, какая мощность необходима для нагрева того объема воды, который у вас есть от начальной температуры до конечной. Сколько времени для этого потребуется, а также какое минимальное сечение жилы кабеля необходимо использовать, если у вас ток от панели меньше или равен мощности тена. Данные в этих столбцах либо константные, либо рассчитываются автоматически, так что вашего участия здесь не требуется. Следующий зеленый столбец, чисто информационный, который показывает максимальный ток от панелей ниже номинального тока тена или равен или больше. В случае, когда максимальный ток от панели превышает номинальный ток тена, сечение кабеля надо выбирать больше, и оно отображается в правой колонке. При выборе сечения кабеля всегда ориентируйтесь на большее значение из 2 колонок. Наконец, и последняя табличка для заполнения. Сюда заносятся характеристики ваших панелей. Максимальное напряжение и ток короткого замыкания, а также количество панелей при параллельном и последовательном соединениях. Если у вас панели соединены последовательно, например, 5 штук, то в поле последовательно пишем 5, а в поле параллельно пишем единицу. Ну и наоборот. Если у вас мотив с комбинированным соединением, например, 3 последовательно, 5 параллельно, то так и записываем. В секции поля панелей вы увидите результат расчетов максимального напряжения и тока ваших панелей при максимальной инсоляции, и автоматически эти данные будут использованы для расчетов в основной таблице. Так как возникало много вопросов по использованию калькуляторов, описанных в других моих роликах и сделанных в Google таблицах, то этот калькулятор сделан в Excel, и скачать его можно на Boosty. Можете зайти на мой канал на Boosty, адрес которого вы видите на экране, или в описании вы можете найти прямую ссылку на топик с файлом. Следующий ролик постараюсь выложить в конце следующей недели. В нем будет подробно описано, как калькулятор применить в реальных ситуациях. Если есть замечания или предложения по калькулятору, то пишите в комментариях. С вами был Олег, до встречи на электроликбезе.